Я посмотрел, что ничего критичного. Это надо, короче, снять аккумулятор, посмотреть все детали притертые. Началось. Какие-то действия. Я сейчас смотрел видео там, девочка рисует там, конкурс, у нее прах дедушки, прадедушки высыпала и рисует там про войну, блядь, хуйню. Да, есть такие, да. Что ж оно? Посмотри, все равно как бы лучше Максуса, блядь, А чё лучше? Ну, чем? Потому что они держатся дольше и, я не знаю, просто что швальбы, вот у меня швальбы тоже есть, там стоят на великах, я могу, в принципе, снять. То, что мне приводят с электричками, в том я уверен. Говорят, что в России они там такие непонятного происхождения. Ну это как, блядь, БМВ по Ленинградской городе, понял? Где-то или полицей. Не взять такие, потому что я видел, что там не ходят просто. Не, ну... У меня нормально стирается по крышкам, а бывает прям куски нарываются. Ну то есть правильно, состав должен быть правильно. Ага. А чё ты вот говоришь, что ставить разные покрышки? На переднее такое, на заднее вот такое? Ну, обычно так и делают. Ну вот Максусы, смотрите. Да, у них даже, ну те, что у меня Максусы, они идут ДФ, вот ДФ, самые такие крепкие, ДХшные. А потом идет буква F и буква R. То есть для переднего колеса там другие протекторы. Вот тот, что нубеник, ты смотрел, видишь? Ну. Тут, ну, такой разбросанный, Ну. и боковушки, и поддержки. А здесь они, ну, ровно, они вот совсем эти все. по-другому идут. И вот эти шипы, то есть вот это закладывание в бока, вот оно должно цеплять вот этим. То есть она идет, их меньше всегда на передней, даже на мотоциклы ставят, но они крупнее, понял? Я ж тебе говорю, я тебе скину фотки, у меня есть новые Максусы. Если захочешь, посмотришь, сколько они стоят, они там тоже различаются, но у меня самые топовые. Там 3S Terra, ну там надо залезть, чтобы ты такой, в принципе, тоже дотошный, ты посмотришь, чем отличаются они. Они по цене сильно отличаются. Я тебе, бля, за те же 8 тысяч на Максусе ты не найдешь за 8 тысяч. Ну, захочешь, я говорю, нет, возьми этих, ты говоришь, но в принципе будет нормально ходить. Но единственное, я бы назад взял мобильник, шипы побольше, вот то, что Рон, Ну я понял, ага. Ну, то уже такое, если захочешь, ну, просто тот для асфальта, оно сколько будет там, где мы ездим, тормозить. Ага. По асфальту одинаково будет,
Едем в Масландровский лес. Восьмое мая. Ну слева-то. Мне кажется, педали смазывать надо. Ну, там внутри эти подшипнички. Или тут, или вот там в оси вот там. Не, педали я могу поменять, попробовать. Потому что, видишь, ты когда уже едешь под весом, когда вот крутишь, оно скрипит. А также оно не скрипит. Ну, если скрипит, то это оно двигает, как бы, блядь, мотор. Что там еще? Не, блядь, не понимаю. Попрыскать везде маслом, что-то через что-то, везде сейчас те, которые... Так. У меня просто вот эти максусы пришли. А чувак хотел именно для трассы такие голые.
Я ему поставил другие колеса, а эти с нового. Они бескамерно были установлены. А у тебя жидкость осталась вообще? Конечно. Ну, я ему тоже дорогие купил и поставил. Ну, я же говорю, вот это, блядь, все 100% отходят не один год. И они именно все-таки... Я вот попробовал Континенталь, она не так тормозит, как задняя. Максис, все равно. Я поставлю себе все равно на Максис на вторые. Она мне лучше нравится. Там шипы побольше. Нам для электричек сопротивление особо не имеет значения. Но зато когда по бездорожью ты себя уверенно чувствуешь. А что такое там вот ставят? Е25, Е50? Ну я фиг его там. На чем? На швальбах? Да. Смотри, швальбы вообще, ну я не знаю, они все время меняют. Смотри, они по цвету вообще всегда делали. Синяя полоса и красная, ну, да? Полоса, раньше метка была, сейчас полоса. Ну неважно, вот когда голубая вот эта фигня. Да. Перескакивай. Колеи ненавижу. Это не синяя, это типа по истираемости подольше. То есть я беру сюда синяя. Вот это, что ты Magic Mary скинул, оранжевая. Да. Оранжевая, она более мягкий компаунд. То есть она идет до переднего именно колеса, чтобы зацеп был больше. И уже на более холодную погоду или на грязевую, то есть больше. Но я брал себе именно такой оранжевый. Тоже можно брать. Там есть еще пурпурная, по-моему, какая-то сиреневая такая вот. И там совсем мягкая, что меня от этого быстро стирает. Но она... Я тебе скажу, что лучше всего... У меня есть швальбовские такие, такие заказать, но они 2.6. Я вот хочу попробовать 2.6, потому что сейчас белые новые приходят на 2.6. Вроде как держат лучше, потому что 2.8 они может так. Не говоря за против, они не докачаются, как я делаю. Но они так плавают. Из того, что есть, ну, блин, лучше Максис сравнить. И даже, блин, и перестали рекламировать, потому что... Ну, видишь, да. Так знаешь. Максис, Швальба. Все. Не, ну Швальбы, да, тоже. Но вот... В основном эти две вот фирмы. Да, ну это самые топовые. А Континенталь сейчас тоже нормальные делают. Ну и Мишелин. Ну, кстати, Мишелин вообще фига найдешь. Ну, немцы ж, да. Не, Мишелин это хорошие колеса для машины, а здесь они в среднем выкатывают. Да что такое?
Кого-кого? Можем ехать сейчас ко мне. Фу. Я тебе покажу. Еще надо. Я почему я тебе взял, тут боковая стенка очень плотная. Ага. От порезов, от всего. А когда пишут спид, скорость, гриб там, надо вот здесь написано, смотри, допустим, у них другая. Ну видишь, тут написано для электробанк, байка специально. Ready сейчас. Вот. Pure Grip Compound. Ага. Когда пишется спид, это скорость. Да. Они уже начинают его облегчать, Ага. меньше делать шипы, уже стенки. Ага. И, то есть нам надо Не грип. спид. Спид нам не надо. Не надо, Спид понятно. ты разгонишься сколько хочешь, а вот велосипед тяжелый, ты тяжелый, на камень наезжаешь, режется. Ага. То есть лучше выбирать именно грип компаунд. Эти обозначения всякие. Там, правда, и написано спид. Не, я тоже когда-то залип, поэтому я разобрался. Ага. Я теперь понял, что вот это вот такого плана. Вот у меня вот такие вот новые, на новом веле были бескамерно установлены, я их снял. Вот, видишь, написано Миньон ДХФ. Это для переда. А там R буква стоит. И они по-разному держат и по-разному. Ну, то есть это как пока не попробуешь, ты не поймешь. Ага. Вот у меня такие есть, это как бы самое лучшее на данный момент. И причем они круче, чем мои, потому что там, больше тоже вот этих вот иконок там всяких. 3 терра, что-то еще там. Ага. Я этот Максус поставил, блядь, как, не как купил, позже у меня швальбы тут стояли, я потом порезал, поставил такие. И они уже, наверное, года 3 стоят, или и хер все стирается. Ну, такие, конечно, округлость появилась. Да ну понятно, 3 года. Я говорю, так это я все время тормозу, все время у меня по-таким. Никуда стоят, там 2 секунды поставили. Ну, я бы еще поставил каскор, но это уже такое, для богатых. Я богатый. Я вот здесь у меня стоит каскор, и на то колесо я тоже поставлю, потому что когда упадет, все равно. Жалко лоба, то потом менять, надо будет здесь поставить. Ну или вот так выравнивать, как оно будет ходить. Да. Кашкор, машкор. А у нас пропуск есть. Я думаю, что захотят выебаться, они везде дойдут. Я там сейчас вытаскиваю, что все грибы в лесу теперь царевы. О, нифига себе. Не, ну я имею в виду, что надо, если ты собираешь грибы, Ну, то надо арендовать участок. офигеть. Дошли, блин. Шо, собирать грибы? Капец. Что-то не туда, да. Мы заехали. А, сука. Не хватило что-то. Сейчас. Секундочку. Секундочку. Оп. Оп. Что-то не хочет. Вот здесь хорошо, но надо... Вроде веса уже нету, а все равно. Не, ну там, если я жопу отрываю и подтягиваю руль. И я тоже вот так вперед. И причем на ударе ноги не раз вот эту сторону, потом ту подтягиваю. И тогда ты как по веревке едешь. Попробуй. Направо. Сука. А я
здорово, уже поздно было выращивать. Я так бы доехал. Попробуй. А, наверх. Туда. А я, блядь, сюда поехал. Ну, смотрю, что-то не то. Ну, сюда я бы сразу же выгрузил. Попробуем сейчас. Катит. Нет, сюда я уже бы все выехал, наверное. А чё тогда я не могу заехать? Ну, может, перекидка не такая. А, А ну, разверни. Ну, у тебя же... Ты же считал, сколько у тебя зубцов? Это, по-моему, 48 минут. сколько зубцов? Не считал. Она больше. Чем больше зубцов, тем легче. Ну да, если на гору ты ставишь больше передачу, то на какую-то тебе не хватает. А мне хватает, видишь? То есть надо брать, ну, чем больше зубцов, тем лучше, да? Ну это у меня сейчас на новом велике пришли вот такие тарелки. Вот туда надо брать, и ты будешь вообще на изи выезжать. Да? А Все, наперед понял. можно просто побольше звездочку поставить, если ты хочешь. Сильно тебе не хватает, допустим, на ровно. Так это еще и наперед же надо брать. Ну не надо, Одну- но в принципе как она? можно. Это если не хватает. Мне хватает. У меня есть, она там 30 евро стоит, по-моему, что такое. Тут 14 зубцов у нас. Бывает 16, 18 и 20. И тоже, чем больше, тем лучше, Ну, да? разгоняется больше. Тут ты ставишь на самую маленькую звезду, и здесь маленькая. И ты все равно чаще крутишь. Ага. А если поставишь больше, ты в 2 раза меньше будешь. Если 20 и 14, это Ага. 1,5 раза. Ну, больше чуть-чуть. То есть Да, на надо один будет- оборот ты будешь 2 пустить. Надо будет покупать тоже, да. Да не знаю, это у меня есть, она есть, захочешь попробуешь. Прокатишься на ней, если она тебе надо будет. Не, ну ты же говоришь, что есть чем больше, тем... Ну, вот смотри, я Легче. же тебе объяснил. Фух, Сзади да. большую, вот я бы однозначно, вот если ты будешь менять, возьми вообще другую трансмиссию, купи себе. Просто вот сейчас ищи. Ну. Если попадется, ну, нормально. Бывает у меня там в Краснодаре есть еще там знакомый, он там запчастями торгует, я буду смотреть. Если будет халявная, ну, цена, взять как можно больше тарелку, лучше 52-ю даже. И там, соответственно, по-моему, вот тут видишь, она стоит на самой большой, Угу. и ножка не поместится. Вот эта перекидка стоит, ну, порядка тоже 8000. или там. Ну, я вот и смотрел, Ну, то да. есть ты можешь 7-8. эту продать, доплатить и купить ту. Она просто, видишь, не поместится. Вот видишь, вот нет уже зазора между верхней, вот загляни вниз. Между звездой и перекидкой. Понял? А оно должно быть, если ты больше поставишь кассету, Угу. она будет цеплять. Я тебе могу сфоткать, вот те, что велики у меня пришли, там 12 скоростные и здоровые такие тарелки. Вот. Ну, вдруг буду разбирать, но я эти вряд ли буду. Короче, там, конечно, тарелки такие стоят. Надо посчитать. Вот у меня она тоже 50 или 52. Ну, желательно вот побольше. А у тебя, по-моему, чуть меньше, 48 или 46 даже, наверное, 46. Надо посмотреть по спецификации твоего велосипеда. Ты посчитать тебе лень. Ну да. Сейчас, подожди. Пипец, жарко, блин. Сейчас я не нравится, что она неправильно. Как- В лесу жарко. Фух. Как сделать, чтобы чуть можно. А знаешь, прикол же, что вот это, что на этом сайте, что я тебе колеса скидывал. Если заходишь на сайт просто, то стоит цена, например, колеса 4800. Если я захожу под своим логином, то, что я там у них скуплялся, то там уже цена стоит 4. Слушай, Понял. ну я тебе скажу так, вот это Нобини, хочешь возьми их 2.8, только не бери 3, наверное. Вот, ну я катался на тройках, вот просто зря выброшенных денег, потом тебе не понравится. Вот оптимально сюда. Ну, 2.8. 2.8, как и Да, стоят. потому что 3, ну некоторые любят, чтобы оно еще мягче, блядь, оно. Но они вот на поворотах вот так вот, ну, ТП, они уже играют. Я понял. Если 3 ставить, то это, Нет, наверное, обода. 2.8, да. Вот здесь 40-е обода, у тебя 35-е, а там еще 45-е, вот тоже обода надо большие. То есть Короче, оно, понятно, понял, еще и обод обода надо. пошире. Не,
пошире, тогда тройка вот так стоит. А если обод вот такой, то она вот так стоит. Вот так, я И понял. она вот так вот играет. Короче, Нет, 2,8. то, что 3 не надо однозначно, потому что ну редко кому заходят 3. Это, знаешь, так охуенно по песку ездить, по гальке. Когда ты ездишь по песку? Ну Как да. часто? Никогда. Никогда, да. А вообще, ну это уже почти фэтбайк. Ну да, да. Там у фэтбайков 4, да, чи 5. Не взял. Заехал сюда. М. Нормально, можно заезжать. А тут Ну что ж ты меня задержал, я бы еще... да, вот это камни тут эти. Что тут тоже тропу не сделали. Фу. Фу. Да. Фу, хорошо. Но жарко уже. Ага. Я представляю, как подниматься сюда вот уже там в июле, когда 40, 35. А? Да потеешь, не то слово. Майка, шорты, да? Ну да, ну это... Фу. Передохнем, малеха.
Вот, смотри. Сумочка, пожалуйста. Ага. Типа есть расстояние? Ну, чтобы не потело. Ну да, тут еще какая-то вставка такая мягенькая. Спине вообще очень удобно. Ну, Вот попробуй. Ну, это тема, да, в принципе. Вообще я вот второй день как бы с ней ездил, вообще сзади мягко, и спина когда потеет, нормально. Пунчик не поместится. Не. Ну я такой тоже не возьму. Да, вот Я такие. еще потом попробую. Кстати, только заходи на сайт Kant.ru. На других сайтах я смотрел, нету. Что ты говоришь, что? 5200. Да, и вот отлично. Сколько? А у него, кстати, я и не смотрел. Ну он говорил каждую цену. А, Просто там они могут Я не модели видел. отличаться. я не видел у него. Ну, это с Украины, пока он ее сюда Не, я доставит. просто, да это не стоит того. Это... Да, я думаю, там особо, ну сколько там, ну 300 может Не, у него, может, разница. дороже даже быть. Может еще и дороже, да, так что. А, кстати, видел, у него там видео вышло, очки с экраном. Показывает, сколько там. Не, это, Тоже знаешь, есть заряжать надо уже. люди- Не, есть люди, вот именно О. задроты. Они любят всякую Попить надо. электронику. Вот они садятся на велик, они ничего не катаются почти, ну не сложно так. И они, ну им важнее, что ты едешь, блядь, калории, это. Ну да, все, что показывало, да. Крутящий момент. Вот надо им такое отслеживать. Меня это только отвлекает, допустим. Эти очки охуенная вещь, но они еще сырые, они, ну там через годик это будет уже действительно вот так вот трейлы, направления там на скорости. Показывают, да, там. Да, это А будет пока как еще у так. гонщиков. Пока у них только одна фирма, пока их там это. Не, какие-то, я вот тебе, Уже ну, прям- и ты там ездишь на перекачанных, и человек видно на перекачанных. Так как на машине, если ты перекачиваешь колеса, у тебя съедается центр. Если у тебя переспущены, у тебя края съедаются. Ну, тут то же самое. Мгм. Тут, кстати, ну, как бы сам протектор боковой неплохой, но так как ты ездишь на перекачанных, он у тебя вообще не работает. Ну, то есть ты на сликах ездишь, то, ну, гладенькие колеса, вон они гладкие. Я не знаю, как оно вообще тормозит. Ты видел, какие у меня шипы даже стертые впереди, вот тоже, блин. Сзади вот я низких купил. Ну да, у тебя, видишь, у тебя равномерно. Ну, потому что они, ну, давление 1,8 максимум, 1,8. А лучше еще меньше. И они тогда держат, понимаешь, на поворотах. Если меньше, то, конечно, оно уже там плавает. Но, я же говорю, вот сейчас приедем, я тебе покажу, в чем отличается вот еще боковушки там. Ну, я тебе советую, вот не пожлобись, купи. Вот сейчас полазишь, посмотри, сколько Максисы стоят. Угу. Ну, я тебе, получается, покажу их, сфоткаю. Ты посмотришь там вот эти все иконки, почитаешь. Мгм. Ну, время есть, как спешить некуда. Угу. Если захочешь, просто это будет лучше. Чем Ты эти камерно их поставишь и забудешь швальба, да? вообще. Да. Ну, смотри, швальбы. Если ты фирменный, и я же тебе говорю, вот Нобиник, вот эти вот все, что ты мне скидывал, вот такой протектор раскиданный, он одинаковый. Угу. То есть их ставят назад, вот эти протектор. Угу. А наперед надо вот такой протектор ставить. Magic Mary самая лучшая для передней как бы шины, если ты. Ну мы ездим вот по такой херне. Если бы ты чисто по асфальту, она нахер не нужна. То есть ты, конечно, можешь. А когда вот асфальт совмещенный с хочешь, такой я вот тебе местностью? подгоню еще, там у меня есть недорогой, ну не обод, колесо. Ты просто можешь вот эти колеса поставить, вот это колесо поставить на простой обод. Вот этот, обода вот эти дорогие, они нужны, чтобы вот это вот ездить, понимаешь, они не ломались. А сюда, если ты по асфальту, вот, ты захотел 2 секунды колесо переснял, поставил себе вот эти вот слики. Если ты едешь по асфальту, допустим, в Алушту, тебе не нахер не надо вот эти шипы. Ты Ну колесо да. вот так снял, поставил. Да, это снимать, ставить. Надо Да, брать это что-то ну, между. Сколько колесо снимается? У тебя же тоже. Ну же, да, оно ж раз. Там переднее колесо вообще снимается. Это 2 секунды. Я просто себе уже. Я себе уже 3 колес. Теперь сейчас хочу поделать это самое. Ну я не знаю. Сейчас может попробую еще, если там это спрашивают на прокат, ну, со мной там сделать. Ну, чтоб типа туристов. Угу. Доставлю дорого, да и надо. Кто захочет, тот и катает. Для них как бы, для кого-то, блядь, и 1000 дорого. Ну да, а вот для смотри, кого-то и если б я пятерка это приехал, фигня.
тупо в Ялту. Да. Ну, блядь, сидят, бухают, они пропивают в день, блядь, по 15 Да, тысяч, да, причем, вискаря дорогой. Легко. Или, блядь, извини меня, взять 2 аккумулятора и поехать в горы, покататься, получить Конечно. наслаждение и заплатить, я вот поставлю там 8 тысяч. Хотят, люди, не хотят. Зачем смысла нет? Ну да, нету, конечно. Тем более Ялта это такой, блин, курорт. Не, ну понятно, я просто делаю так, как будто я сам тут есть. Убираемся. Добрый день. Это в район Грушевой поляны? Ну это мы над Грушевой поляной уже будем. А, над Грушевой. Если вы будете по этой тропинке идти, там колючка, на ту сторону переходите, там уже такое более ровное будет. Потом еще вниз вверх, и там будет как раз накрывается. Давай, машина, заезжай. Массандровский лес. Машина тащит на самый верх. Да, подъемчик неплохой. Вот так вот забрались. Фу. Ты знаешь, легче, да, подниматься. Нет, это же вес, это Да, вес. вот если я даже просто пожру бы с этого веса. Ну, и для желудка. Ну да. Вот я сейчас с одним еду вообще. Да не, ты кайфуешь, а когда второй везет, уже Да. еще если похудеть килограмм на 5. Не, просто в эту сторону можно, да, с одним ехать. Вот так вот по камням тут. О, хорошо. Загорают уже.
У меня хлопцы. здесь тоже, кстати, такая трансмиссия. А потом переставил, да, поменял. Я потом менял. Ага. Но я это, конечно, не покупал. У меня на разборку был велик Ага. с дорогим оборудованием. Ага. Я его чисто взял, хотел для того, чтобы распродать его все и как бы хотя бы в ноль выйти. Ага. Ну там получилось, я что-то за нее заплатил, но недорого. Потому что я же тебе говорю, она $500 только кассета стоила. Тогда. И ну сейчас они вроде дешевле там. И я вот не знаю, можно ли ее сейчас купить, я ее нигде не вижу. Вот это EX1, они ее сделали, но потом, короче, ну, тема такая пошла, что велосипеды надо удешевлять. И они сейчас Дешевле да, ставят, начинают да? на крутые модели ставить XT-шки даже. Ну, XT это, ну, если у велосипедистов его не спроси, это самое охуенное. Но Ну да, для я ж наших видел. велосипедов по 12 000 евро там может быть. Наверх, попробуешь? О, наверное, нет. Это нормально. Ну тут нормально. Да, да, да. Поднялся. Ну да. Когда вот камень, ты берешь и весь переносишь, на него запрыгиваешь, чтобы оно не буксовало. А то буксанул сложно. Буксует, да. Я вот когда поднимаюсь на такие верха, слышу, вот Ну, идет. всё равно я ставлю турбо, потому что Пробуксовка идет. А? Пробуксовка идет. ну, на турбо не затянет, наверное. Я дело в том, что надо бороться с пробуксовкой по-другому, вот этими движениями, траекториям выбора. Здесь, что мне эта трасса нравится, она такая несложная, и здесь, кстати, мы по одной тоже едем. А можно еще туда вправо, влево, помнишь, посмотреть. Но она такая техничная, ну вот я не знаю, сюда мы вряд ли заедем. Я когда-то пробовал. Хочешь попробуем, туда заедем? Да не надо. Если ты не заехал, то... Так нам аккумулятор будет запустить. А вот еще где-то. Попробуй туда заеду, потом спустись. Давай, давай, давай. О, сука. Буксует, видишь? Ага, а вот там дорога налево. Хочешь попробуем? Мы уже туда просто 100 раз ездили. Потом стартануть трудно. Тихо. Тихо. Как куда? Тут нету. Налево, тут он все. Тупик. Или попробуем. Куда? Наверх еще? Да фига, не знаю даже. Сейчас посмотрим. Раз уже здесь стоим. А, ну там такой же подъем, там не знаю. Ну да, смысла нет. Не, я вот поэтому бы не поехал, если бы он туда насыпано было. Ну да. Если бы она была ровная, это не уклон. А ну вот так вот. Да, такой Не, вот подъем. здесь можно, вот выше не знаю. Ну мы просто с другой стороны камней выедем. Что, попробуем? Ну, не знаю. Смотри, я еду, ты не толкаешь. Да. А кто будет меня? Потом заедем я тебе. Да. О, ну давай. Газуй. Сейчас надо шли. Фу. Жарко, жарко. Куда его лучше? Правее, левее. Ага. Или ты по центру шел нормально, а я по краю буксовал. Может тут даже хуже по краю. Да нет, сейчас там только буксовать. Туда бы 10 рабов, чтобы позаметали. Да. Я не перекать. Вау, вау. Тут опасненько. Поэтому щебню. Понятно, буксовал не зря, наверное.
Шишки эти. О, ветерок, ага. Хорошо. Куда? Куда? Мы ездили, ты что, не помнишь? Налево, вверх. Да, на... Ну тут хоть видишь, нету такого этого щебня. Ходят, ездят. Здесь хоть трава такая подниматься. Такая дорога была, любой подъем, в принципе. Да. И там сейчас на повороте будет, но терпимо. Фу. Шишки эти. А, сука, ветка. Вот такая красотища здесь. Что? Фу. Я сейчас передохну. Сейчас передохнем.